Якутские разработки на службе вооруженных сил. В рамках международного военно-технического форума «Армия-2023», который проходил в подмосковных Кубинках, якутские компании представили свои новинки. Масштабный смотр проходил уже в 9-й раз и традиционно собрал тысячи участников из десятков стран. География и масштаб действительно впечатляют. 80 иностранных делегаций, 1500 отечественных и зарубежных компаний. На площадке форума было представлено свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. За прошедшие годы форум по праву заслужил высокий авторитет и признание. Стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения. Внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества. В целом, многоплановых отношений России с зарубежными странами. Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами. Со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития. Инновации, мощь и прогресс. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представлено лучшее, что может предложить оборонно-промышленный комплекс России. Самая эффектная экспозиция – уличная. Здесь можно было своими глазами увидеть технику, которая кует победу на передовой. Зенитно-ракетные комплексы, гаубицы, бронетранспортеры, истребители и боевые вертолеты. Это, например, основной российский танк «Армата» Т-14. У него необитаемая башня, и при конструкции разработчики сделали упор на безопасность экипажа. Он находится в своеобразной капсуле и дополнительно защищен. Выглядит внушительно. Очень современная техника вся, да, то есть все то, что нужно нам на передовой для участия в СВО. Вот. Здесь просто колоссальная расширенная линейка всяких беспилотников, квадрокоптеров начиная, потом средства электронной борьбы, техники просто много. Конечно, сегодня отличительной чертой является присутствие здесь большого количества ветеранов, таких как наш Александр Гаврилович Колесов, герой России. Он сегодня, встречаясь с такими же героями здесь, без горячего рукопожатия и объятий не проходит. Конечно, здесь наши солдаты, ветераны чувствуют мощь страны, единство страны. Это тоже очень крайне важно. И мне кажется, что присутствие нескольких десятков представителей разных стран говорит о том, что Россия вновь становится лидером, великой державой. Якутия также представлена на форуме. Компания «Хатутент» привезла на международную площадку свои разработки. Это костюмы и другая экипировка, позволяющая солдатам или целым сооружениям стать невидимыми для тепловизионного оборудования противника. Причем якутское ноу-хау уже активно применяется в зоне СВО. Очень много отзывов от всех родов войск, от всех дивизий, от всех батальонов, от всех бригад. Уже есть в письменном варианте, мы их уже испытали, уже провели. Вот. И эту продукцию мы сегодня уже представляем. В отличие от наших конкурентов, в отличие от других участников, мы с компанией не с прототипами вышли, а уже с промышленными образцами, и которые уже каждый день применяются на зоне СВО. Наша уникальность в том, что наша компания уже существует более 7 лет в Якутии. Мы научились именно сохранять тепло. И, как говорится, если мы сохраняем тепло, тепло не выходит, то тепловизор нас, естественно, не видит. Естественно, вся наша продукция – это скрытие от тепловизионного оборудования. Неважно какого, от боевых прицелов, от обычных тепловизоров, от бытовых, от военных тепловизоров стационарных, мобильных, на квадрокоптерах, на БПЛА, на танках. Мы все это закрываем. Компания «Хатутент» сейчас активно ведет переговоры с различными родами войск. Это и пехота, спецназ, танковые подразделения. Якутская продукция может быть востребована в самых разных областях. Как раз недавно началось сотрудничество наших специалистов с научно-исследовательским институтом стали в области создания камуфляжа для бронетехники, в которой можно ездить. Активно применяются якутские разработки и при защите окопных сооружений. Делаем такую продукцию, это наш хит, да, он стоит очень дешево, очень простая, покрывается вся линия окоп, блиндажей, естественно, квадрокоптеры, разведчики не видят, сколько там людей,
под ними это может быть и 2 человека там ходить, а может быть там находиться и 200 человек. Естественно, мы сохраняем жизни наших солдат от авиаударов и от наведения артиллерийских и авиаударов. Это первое. Второе – это средства индивидуальной защиты штурмовиков, спецназовцев, снайперов, именно, ну и просто бойцов, тоже это обнаружение тепловизорами. Уже те разговоры, которые мы ведем и слышим вокруг нашей экспозиции, они очень профессиональные. Они имеют военную направленность. Сегодня уже подходят к нам военные специалисты, представители командования различных видов войск, которые видят в этом необходимость и перспективу в нашей продукции. И поэтому мы сегодня уже на форуме «Армия» не новички, нас узнают. Также специалистов заинтересовали и снегоболотоходы компании ЕКТ «Сокол», которые собирают в Якутске. Квадроциклы уже зарекомендовали себя в зоне СВО как мощная техника, которая не боится никаких преград. На эту выставку мы привезли новый вездеход «Сокол», модификацию «Сокола». Это грузовой вариант «Сокол Пикап 1.5». Особенность его состоит в том, что на нем увеличена грузоподъемность и грузовой отсек на нем приспособлен для перевозки 4 человек или же перевозки 500 килограммов. Водитель тут размещается один, также верхом, а кузов может 4 человека, сидя друг к другу лицом, разместить. Ну, о проходимости «Соколов», наверное, уже любой сведущий из мужчин знает, что конкурентов в проходимости «Соколу» нету и доступности вездехода. То есть об этом говорить уже много сказано, можно так сказать, и техника сама за себя ответила. Очень хорошие отзывы от бойцов с передовой, например, о наших «Соколах», которые производит вот Алексеев Николай, да, уже первую партию сделали, еще заказы идут. То есть они показали свою эффективность в боевых действиях. Поэтому такие форумы очень нужны для развития, например, внутреннего производства, да, производства в регионах, малых предприятий. Они все прошли, большинство прошли испытания войной, боевыми действиями. И здесь самые лучшие образцы. Представили на форуме «Армия-2023» свои разработки в области бронезащиты и ученые Северо-Восточного федерального университета. На этой выставке мы представляем бронепластину, разработанную в нашей лаборатории. Она главным образом защищает от рикошетных ударов. Кроме того, мы представляем трехслойный материал. Здесь металл, резина и пластик, где пластик принимает защитную роль от износа и так далее, а резина демпфирует различные удары. Также на площадке Якутии можно было увидеть дроны, которые собирают у нас в республике. Но этим участие на форуме наших земляков не ограничивается. Например, эта площадка по киберспорту. Уже в 5-й раз на Международном военно-техническом форуме «Армия» проходит кибертурнир среди курсантов силовых ведомств. В этом году за звание лучших из лучших боролись 119 команд. Поединки стартовали еще в феврале, но до финала добрались 16 сборных. Причем все соревнования провели якутские специалисты. Республика Саха-Якутия, она является сейчас в настоящее время лидером в IT-индустрии. И они, как никто другие, знают и понимают, как сейчас работать с современной молодежью, в том числе и с курсантами. Якутия помогает проводить этот турнир уже в 3-й раз. В этом году все участники могут прикоснуться к культуре народа Саха прямо на площадке, где представлен стенд с главными символами нашей республики. А сами соревнования проходят по таким направлениям, как Counter-Strike, танки, а также корабли. Причем эксперты уже говорят, что подобные игры помогают будущим бойцам. Началась гипотеза в том, что вот те ребята, которые могут хорошо играть в компьютерные игры, они могут управлять различными автономными системами, их легче обучать в этой части. И это касается и дронов, и сложной военной техники. Да? И вот сейчас СВО именно эта гипотеза оправдывает, что те, у кого руки уже заточены под управление какими-то даже виртуальными самолетами, виртуальными техникой, они быстрее обучаются. Да, и сейчас, когда мы говорим о том, что благодаря произошедшему переосмыслению роли дронов, роли беспилотников, мы
будем внедрять и дроны в гражданской жизни. В этом году будет открыт национальный проект по беспилотникам. И сейчас вот наше вот направление, оно важно тем, что мы вот будем использовать это аудиторию геймеров, аудиторию игроков, да, как широкое вот поле, откуда мы будем набирать кадры для использования вот оператора беспилотников, операторов информационных систем. Соревнования завершились 20 августа. В качестве призов победители традиционно получили различные гаджеты, а для обладателей первого места организаторы приготовили отдельный сюрприз. Всем игрокам подарили дополнительно и якутские ножи. Форум «Армия-2023» завершился. Его посетили почти 2 миллиона человек. На площадках парка «Патриот» были проведены сотни мероприятий. А организаторы уже начали подготовку к следующему году, который может оказаться рекордным сразу по нескольким показателям. И можно быть уверенными, что среди участников будет еще больше якутских предприятий, которые готовы удивлять весь мир своими уникальными разработками. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Московская область.